Дорогие друзья, мы вас всех приветствуем в Центре общественного наблюдения за выборами президента Российской Федерации. Получилось так, что в течение 2 дней, вчера и сегодня, у нас в республике проходит гражданский форум, который организует Общественная палата республики и Министерство по делам молодежи. И вот буквально пленарная часть закончилась час тому назад. Мы сегодня открываем с вами Центр общественного наблюдения. С 2021 года, с выборов депутатов в Государственную Думу, у нас здесь, в этом зале, работает Центр общественного наблюдения. В дни проведения выборов есть возможность подключиться к избирательным участкам и посмотреть, каким образом проходят выборы. Ну, цели и задачи, я думаю, что всем ясны и понятны. Мы или государство добивается того, чтобы выборы проходили прозрачно, открыто, легитимно. Это самая главная задача. Поэтому есть возможность в режиме реального времени в течение 24 часов все 3 дня наблюдать за избирательными участками, как проходит избирательный процесс. Ну и в ночное время, каким образом проходит охрана бюллетеней на избирательных участках. Я хотел бы слово предоставить, я являюсь руководителем штаба общественного наблюдения, а мне хотелось бы слово предоставить руководителю Центра общественного наблюдения Альбине Прокопьевне Черепановой. Добрый день всем. Мне так приятно вас видеть, потому что мы с вами открывали в 2021 году, помните, да? Это было вообще впервые в нашей стране, когда такие центры открывались. И вот я опять же вам напомню, да, мы тогда перед теми выборами читали, вот зарубежные эксперты будут критиковать, вопросы и прочее. Как только 3 дня прошли выборы, молчание, потому что нету доказательств. Вот то, что вот листопад мы с вами увидим сегодня, он дает возможность нам реально наблюдать. Все спокойно, люди голосуют, бюллетени опускают, как положено, в эти ящики, выносные стоят ящики, да? Поэтому оснований критиковать, как это раньше было огульно, конечно, нету. Мы работаем с вами, вот уже, говорю, 3-й год. У нас партнерами нашими являются Ростелеком, РЦИТ, Мининновации, сам ЦИК, естественно, РФ и Республика Якутия. Есть еще многие такие общественные структуры у нас в стране, как НОМ, независимый общественный мониторинг, который, по крайней мере, нас и учит, наших преподавателей. Вы знаете, что мы подготовили более 2000 наблюдателей для всей республики. Это компетентные, грамотные люди. Сами наши педагоги, в том числе и вот мы учились и в Москве, и в Иркутске ездили, в Иркутск приезжала большая группа педагогов. Хорошие материалы. Там вот презентации все четко обозначено, все слайды есть, нормативные акты все отражены хорошо. Поэтому вот когда мы проводим свои обучения, мы говорим, давайте не только общественники к нам приходят, давайте вот пусть и из других партий приходят наблюдатели, уже у нас цель одна – открытость, гласность, законность, прозрачность. Да? Поэтому наш зал, кстати, один из лучших в стране. Мы за прошлый 21 выборы, 21 год получили большие благодарности от президента Российской Федерации, потому что наш зал, вот наша работа совместно с вами имеет большое значение. Ну и территории, конечно, вот как посмотреть, 3 пояса, мы уже с 6 утра здесь работаем, мы с вами, вот многие здесь, я вижу, наши коллеги, общественные палаты, и ночью дежурим. Как у нас построена будет работа? Значит, ну, опять же говорю, опыт 3 лет, он не напрасный. Вот все думают, большие выборы тут у нас здесь. На самом деле, почти, ну, вот мне ЦИК подтвердит, что примерно раза 2 в месяц у нас в регионе, в республике проходят выборы. И там же тоже наши наблюдатели работают, там тоже мы проводим и обучение, там удаленное, онлайн или офлайн прямо здесь на месте, да. И этот контакт, он все время с районными, с наследами. Так вот, у нас есть какие группы? Это самая первая группа экспертная. Экспертная, большая группа рабочая, ее возглавляет Наталья Альбертовна,
Кашперская. Касперская, да, это у нее новая фамилия, каждый раз я извиняюсь, забываю, да. Вот. У нас есть группа поддержки юридической, потому что возникают разные нюансы, которые вот так на месте можно и не решить сразу. У нас горячая линия есть, и Сергей Августович Щельский нас возглавляет эту группу. У нас есть группа мобильная. Вот бывают факты, когда там с мест звонят, говорят, срочно приезжайте, там такая-то проблема, да, то Владимир прямо в Якутске сам ее эту группу возглавляет, и на месте прямо в срочном порядке, как это было в прошлые разы, выезжает и разруливает. Ну, я тоже напомню вам, у нас был такой факт, не очень приятный, и он вошел, к сожалению, не знаю, к счастью, во все учебники НОМа. Это когда у нас в одном из университетов, высших учебных заведений, одновременно пришли много студентов и создали некоторую толкучку. И эта толкучка вошла в историю, как будто бы вынужденная, вот, заставили студентов голосовать. Но потом проверили, посмотрели, все оказалось совсем не так, но тем не менее, как фейк, оно звучит. Был еще такой факт, когда пришла одна избиратель и прямо села напротив председателя УИКа и вот прямо снимает своей камерой. А это же запрещено. А чтобы так не было, ну, женщина-председатель, она с калькулятором закрывается. А это же снимает телефоном все, и приходит фейк. Вот так ударяют, обращаются с избирателями на местах. На экране здесь не видно. Что мы делаем? Ведь у нас 10 ноутбуков стоят. К ним доступ имеют любые партии, общественные организации, просто избиратели по заявке предварительной. Открываем тот участок, открываем то время. И что мы видим? Видим просто вот человек сидит и калькулятор, а та бьется своим телефоном. Видите, как фактически можно отличить фейк от реальных событий. И вот как раз вот эта вся технология, техника нам позволяет отличить, как я говорю, зерна от плевел. Да? Вот. 3 дня работы, это очень плотная работа. Мы предполагаем, что к нам придут студенты, которым будет интересно, как работает технологически весь процесс построен. Это же серьезная работа ЦИК и Ростелекома по технологиям. Им будет интересно, как работает вообще законодательство в части вот, выборов, как проходит голосование у людей. Они же потом будущие будут, ну не то что там избирателями, они могут быть и активными в плане будущих самих выборов. Вот. Будет у нас, конечно, здесь всевозможные концерты, которые обеспечивает Станислав Семенович. То есть будет активность все 3 дня, очень такая хорошая, интересная, насыщенная. В принципе, почти я все вам сказала, что касается нашего центра общественного наблюдения. Еще раз говорю, вход будет свободный, но по регистрации. По регистрации. Любой желающий может, вот видите, у нас зал-то большой, прийти, смотреть, как этот наш листопад, хорошее красивое слово листопад, потому что 15 секунд и показывает нам тот или иной участок. Если мы желаем проверить вот свою родную, там, допустим, мой родной Алёкминск, я могу сесть вот за любой ноутбук, не любой, который мне там предназначен, я смотрю, как идет голосование на том или ином участке моего родного Алёкминска. То есть, таким образом, каждый может проверить работу того или иного отдельно участка. Вопросы есть? Спасибо. Спасибо большое. Ну, как мы сказали, мы все-таки стараемся сделать упор на молодежь, привлечь ее сюда. Вот я вижу здесь членов молодежного ЦИК, и мы, как сказала Альбина Прокопьевна, решили организовать экскурсии студентов учебных заведений сюда к нам, чтобы их познакомить с этим. Ладно, мы уже скоро нам сдвигаться с арены, молодежь должна выходить, поэтому наша задача передать им эти знания и эти умения. Вот. Ну и, как было сказано, здесь у нас будут работать студенты-волонтеры с айтишники, опять же студенты-волонтеры. У нас будут проходить все 3 дня с 2 до 3 часов те или иные концерты. В конце я об этом скажу. Ну а сейчас мне бы хотелось поприветствовать Центральную избирательную комиссию. Здесь у нас руководитель Центральной избирательной комиссии Республики Саха-Якутия Евгений Николаевич. Пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые друзья. Николай Дмитриевич
двухлетней давности фотографию отправляют и говорят, вспомни-ка, было такое, да, действительно, ровно в этом зале мы открывали центр общественного наблюдения. Альбина Прокопьевна у нас была назначена данным руководителем. Мы с вами тогда показали всю открытость, гласность и легитимность нашей избирательной системы. И 10 рабочих мест, которые были созданы здесь, они в действительности пользовались потребностью. Приходили здесь экскурсии, молодые люди. Я вот вспоминал, когда Альбина Прокопьевна выступала, те формы, которые были тогда и которые были востребованы, они сегодня будут открыты сегодня. Я искренне благодарю от Центральной избирательной комиссии, от нашей системы за ваш контроль, за общественный контроль. Мы в этом очень нуждаемся, потому что мы заинтересованы в легитимности нашей работы, и всегда вот ваша помощь, ваша поддержка нам в целом дает возможность говорить о повышении доверия к избирательной системе как таковой в нашей стране. Помните, наверное, да, 5 лет назад централизованно, нацеленно шла работа по сносу вот этого понятия. Вот везде то все. Мы, к сожалению, сегодня в условиях сегодняшних, когда мы избираем главу государства, когда вся наша страна живет под четким вызовом, отчасти угрозой коллективного Запада, это очень остро. И ваша работа, которую вы сегодня будете делать в ближайшие 3 дня, это будет очень серьезно, огромная лепта в утверждении того понимания, о чем я выше говорил. Да, мы сегодня знаем, что есть отдельные попытки, желание провести отдельные акции, акты. Есть отдельное желание внедриться в нашу систему в виде наблюдения в целом страны. Мы пока посубъектно не можем такие вещи говорить, но мы готовы к этому. С этой точки зрения, вот Иван Михайлович Андросов, заместитель председателя избирательной комиссии, очень плотно работает на эту тему. Поэтому ваша работа, которую вы сегодня будете делать на базе вот данного общественного центра, она в целом работает в интересах нашей страны, в интересах защиты нашего политического строя, нашей всей системы избирательной. Поэтому это не громкие слова, это реальность дня. Поэтому я заранее благодарю, что мы в течение этих 3 дней совместно сделаем максимум для того, чтобы выборы главы государства нашей страны прошли достойно, в соответствии с требованиями законодательства, и мир мог сказать о том, что да, выборы в России прошли честно, прозрачно, открыто. Мы признаем легитимность данных выборов Российской Федерации. Спасибо большое. Спасибо большое, Евгений Николаевич. Ну и, конечно, наша работа Общественной палаты всегда очень тесно связана с работой уполномоченного по правам человека. Сардана Михайловна Гурьева, пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые участники открытия Центра общественного наблюдения. Действительно, на сегодня Общественная палата Республики стала такой структурой, где происходят самые динамичные события, обсуждаются самые злободневные проблемы, которые волнуют наших якутян, наше население. Поэтому я думаю, что неспроста в России у нас именно Общественная палата России, Общественная палата Республики Саха-Якутия выбрана тем местом, где действительно могут, как уже сказали, представители политических партий, различные эксперты, юристы, общественники могут прийти и ознакомиться с ходом проведения избирательной кампании. И здесь надо важно подчеркнуть о том, что действительно ведь наблюдение проводится непрерывно. Поэтому мы с вами являемся активными участниками, как уже отметили, предыдущих кампаний федерального уровня.
Мы в прошлом году с вами здесь в сентябре работали уже, конечно, не в этом зале, немножко в другой форме, но в то же время Центр общественного наблюдения, он никогда не останавливался. Поэтому сегодня вызывает большой интерес открытие. Я много вижу в этом замечательном зале наших коллег, друзей, которые действительно душой вы болеете за то, чтобы избирательные права граждан были реализованы. И в целом я подчеркиваю, что речь идет о повышении доверия к органам власти. Поэтому, как уже отметили, легитимность, прозрачность, открытость, доступность, вплоть до буквально итогов выборов, не только процесса, не только, что мы видим с вами под хранение, а это еще и обработка всех данных самых итоговых. Это все будет действительно у нас открыто. Поэтому работа центров общественного наблюдения в эти дни открывается практически во всех регионах, субъектах Российской Федерации. И мы надеемся, что работа данного центра позволит так же, как и в прошлые годы, чутко реагировать на запросы, заявления граждан, политических партий, которые, возможно, будут поступать, и мы будем быстро и немедленно реагировать на те сигналы, которые будут поступать в ходе, избирательной кампании. А так, я думаю, что на сегодня действительно проведена огромная работа Центральной избирательной комиссии Республики Саха-Якутия, и форма работы общественного контроля над избирательными процессами у нас полностью реализуется на территории Республики Саха-Якутия. И сама общественная палата, и огромный корпус общественных наблюдателей, а это ведь тоже очень неравнодушные наши с вами граждане во всех улусах, районах. И наш аппарат уполномоченного по правам человека в Республике Саха-Якутия, так же, как и все другие, мы сегодня уже готовы к тому, чтобы наши граждане России, проживающие на территории республики, могли свободно изъявить свое желание путем участия в голосовании на выборах президента Российской Федерации. Всем добрый путь. Спасибо. Спасибо. В период подготовки к выборам Общественная палата Республики заключила соглашение с региональными отделениями политических партий. Таковые оказались 4 политических партии, и в том числе с общественными организациями, с молодежными организациями. Ну и сейчас мне хотелось бы предоставить слово Николаю Николаевичу Дегтяреву, председателю Федерации независимых профсоюзов. Мы с ними тоже заключили соглашение, надеемся на определенную помощь. Спасибо. Ну, вы знаете, профсоюзы – это самая большая общественная организация нашей республики. Поэтому, конечно же, мы, вот как сказали, уже одним из первых подписали соглашение с Общественной палатой. Ну, как уже коллеги сказали, это уже не первый раз, уже на протяжении нескольких лет наши профсоюзные активы и здесь, и в муниципальных образованиях вот как раз являются общественными наблюдателями. Многие прошли обучение. Ну и вот как раз спасибо Николаю Дмитриевичу за воспоминания, фотографии 2021, когда все мы в масках, да, ну, было время пандемийное, и здесь тоже проводили. Я помню, что мы один раз выезжали по одному звонку, ну, оказалось, там никаких нарушений мы не обнаружили. Ну, вопросы были, ну, просто разъяснительная работа была проведена. Ну, а в целом, хочу сказать, это очень хорошее вот такое открытие вот таких центров. В действительности, по желанию можно видеть любой избирательный участок, как уже сказали, и своих земляков видеть, чем они занимаются, чем вообще все очень хорошо. Они даже и не подозревают, что мы за ними рассматриваем, наблюдаем, да. Но в действительности, ну, конечно же, от недружественных, от западных стран ждать
полного признания, да, ну, не стоит, но на самом-то деле открытость. Ну и при этом сейчас избиратель вот меняется очень. Возможно, на крупных федеральных последний раз мы такое делаем. Скорее всего, уже все пройдет на электронном площадках, да, мы в этом году, ну, еще и останется. Поэтому мы всегда рады помочь, и чтобы действительно обеспечить прозрачность, легитимность наших выборов. Я в этом не сомневаюсь. У нас очень опытные работники избирательных участков, все достаточно, вот, я 100% уверен, что у нас всегда честные, проводятся честные. Ну, бывает недопонимание, бывает разные, но это все решаемо. Еще раз, ну, всех поздравляю. Ну и уже с утра, с открытием, пойдем уже голосовать. Тем более у меня в шаговой доступности избирательный участок, так что одним из первых, надеюсь, отдам свой голос. Всем спасибо и удачи. Спасибо. Николай Николаевич, вы нам скажете время и номер избирательного участка, а мы, сидя здесь, будем смотреть, как вы проголосуете. Как раз 8 театр юного зрителя. Ну, сказали, там уже очередь будет, и 8:15 меня записали. Хорошо, спасибо большое. Ну и пользуясь вот сегодняшней ситуацией, мне бы хотелось сказать, что самая большая территория, где большее количество участков избирательных, это город Якутск. Здесь у нас 121 избирательный участок, плюс 3 участка еще в Жатае. И я хотел бы поблагодарить Дениса Диадорова. Он представляет, вот он, Денис, встаньте, пожалуйста, пусть Родина знает своих героев на самом последнем ряду. Город в этом году очень хорошо отработал. Вчера у нас состоялось итоговое совещание. Вы все знаете зал мэрии, большой зал мэрии. Знаете? Знаем. Большой, там где-то сколько? Ну, 250 мест, да? Или сколько? Люди, наблюдатели, пришедшие на последнее, как бы, наше итоговое совещание, они стояли в коридорах, потому что мест всем не хватило. И можете себе представить, насколько мы, в принципе, общаясь с аудиторией, знаем, насколько, вы знаете, шло такое мощное тепло, шла такая положительная энергия, что я вот, как по прошествии, мои коллеги тоже были, присутствовали, выступали, вот единомыслие и положительно настроенные эмоции, они были, просто чувствовались. Поэтому я надеюсь, что у нас все пройдет хорошо. И, пользуясь этой ситуацией, Николай Николаевич, вы говорили, в прошлом году один раз только выезжали, в прошлый раз, да? Да. Мы хотим воспользоваться вашей машиной и поездить по участкам, потому что в этом году мы создали мобильную группу, которая будет, ну, мы постараемся, до этого мы проехали по 8 участкам, 1 в Жатае, и здесь 7 в городе Якутске, в одно из учебных заведений заехали, которое было проблематичное, и которое попало, к сожалению, в справочники и методические материалы независимого общественного мониторинга. Тоже встретились, проговорили, посмотрели, поэтому проинспектировали, Евгений Николаевич. Вот, чтобы и нам самим быть спокойными уже, ну и как бы отвечать за то, что будет. Ну и кроме того, вы знаете, что Якутия всегда и была, и я думаю, что и будет под большим, очень, как под лупой на нас смотрят. Все мероприятия, которые проводит Общественная палата России, вернее, независимый общественный мониторинг, они нас всегда подключают, потому что к своим ВКС каким-то конференциям, потому что вот позавчера прошел итоговый координационный совет Общественной палаты и независимого мониторинга. Они позвонили и сказали: Якутия, как вы там? Мы говорим: у нас все хорошо, держимся и можем достойно провести выборы. Они сказали: хорошо, вы в числе подключаемых. И вот буквально сидя уже на гражданском форуме, пришло тоже сообщение о том, что сможете ли вы подключиться
к ВКС в 14 часов дня, который будет проводить Москва. Я говорю, да, конечно, у нас как раз закончится первый день выборов. У нас есть что будет сказать в Москве. Вот, поэтому, как я говорю, Москва очень далеко, но она очень близко. Получается так. Вот, ну что, дорогие друзья, как я сказал, вот 3 дня подряд у нас будут концерты, с 2 до 3 часов мы вас приглашаем. У нас первый день будут выступать студенты, которые ездили в зону СВО, выступали перед бойцами. И если у вас есть желание посмотреть этот концерт, окунуться в мир музыки, фольклора, то мы вас приглашаем. Во второй день вы сможете посмотреть студентов, которые достигли определенных высот в музыкальном, вокальном искусстве. И третий день у нас будет с вами уникальная возможность встретиться со студентами, которые были участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. И в течение часа будет возможность с ними пообщаться и посмотреть, что и с какими номерами они там выступали. Вот небольшой анонс. Ну и кроме того, мы приглашаем все эти дни. Письма у нас разошлись по министерствам, государственное собрание ЛТУМЕН, политическим партиям, общественным организациям. Мы приглашаем всех, кто желает, кто может, кто хочет, кому интересен этот процесс, на площадку Центра общественного наблюдения. Ну и тогда я попрошу ребят, мы готовы? Да. Евгений, Александр, готовы? Включайте! Ну что, вот он наш листопад. С периодичностью 15 секунд у нас идет смена картинки. На каждом избирательном участке установлены 2 камеры, поэтому с 2 ракурсов можно будет посмотреть то, что происходит на избирательном участке. Ну, я думаю, что официальная часть у нас закончилась.